Здрасте. Могу я проехать? Проехать мне нужно. Куда вам именно? Ну, по стране, по России еду. Да? Да. Блокет? А почему перекрыто? Ну, вы сказали перекрыть. Кто сказал? Ну, это проезжая часть, ребят. Да? Ну да, вы не знаете? Простим смертним тепер зась. Невідомі чоловіки на чорному позашляховику перекрили дорогу до Воронцовського палацу в Алупці. Один з парубків запитує водіїв, куди вони прямують, навіщо, і пояснює, що просто виконує наказ, але чий не уточнює. Вот так вот поставили такой джип с какими-то ребятами чеченской или дагестанской национальности явно, и которым дали указание не пропускать сюда машины. Машины обычной челяди, вот вроде меня. То есть проехать к Воронцовскому дворцу, к знаменитому, теперь с восточной стороны запрещают вот такие вот ребята. Тих, хто працює по той бік імпровізованого блокпосту, пропускають тільки пішки. Місцеві ж очікують чергову масштабну забудову, бо екскаватори, вантажівки та інша будівельна техніка тут вільно пересуваються. А ті, хто роками тут працює, чують тільки погрози від прибульців. А нас на работу не пускали утром, даже на рабочие места не пускали. Орали, особенно этот в молодой одежде, орал, что нам словами, что приезжает сюда первого Путин, и у них горит стройка, им по барабану. Смотровую забрали, дорогу забирают, люди ходят пешком уже второй день. Второй день люди идут пешком на работу. Что это такое? Людям говорят, ноги переломаем, шеи подкручиваем. Что это за разговоры такие? Что тут за самоуправство? Кому не лень перекрывать дорогу? 3 километра люди во дворец идут пешком. Нету ни милиции, ничего нету. Плевать все хотели. Пускай борется кто-нибудь. Может, Путин приедет поборется за нас, а? Згодом чорний «Мерседес» змінила «Лада» з чеченськими номерами. Але про те, що дорога до Воронцовського палацу вже кілька днів перекрита невідомими молодиками, окупаційним поліціянтам буцімто нічого не відомо. Наряд висилати не поспішають, лише про